целом подключаясь к диалогу... Да, давайте все-таки скажем, что это такое за радиоактивные отходы. Вот. Хорошо. Что это имеется? Это же не само, не топливо, не само, это, видимо, тоже очень много сопутствующего. Конечно, есть военно-промышленное производство, есть медицина, есть атомная энергетика, есть много-много вещей, которые мы в бытовой части используем, и даже не подозреваем о том, что в состав этих вещей входят какие-то источники, либо отходы, после того, как мы их поэксплуатировали, использовали, которые содержат определенную радиоактивность, которую надо изолировать для того, чтобы народонаселение на территории, проживающее рядом, безопасно существовало в дальнейшем. На самом деле никто на это внимание не сильно мы обращаем, потому что мы с этим не сталкиваемся. Территорий, предприятий, которые локально решают эту проблему, в Республике Беларусь достаточно. Каждый решает это просто по-своему. Есть орган, которым заведует МЧС в лице Госатомнадзора, который регулирует политику создания и стратегию. Мы понимаем, что когда мы вошли на дорожку использования мирного атома, количество радиоактивных отходов в нашей стране увеличится. И мы не говорим о топливе, а активной составляющей этих отходов. Почему? Потому что топливо Российская Федерация заберет. Они научились, как это топливо перерабатывать. Еще этот процесс, он постоянно в определенной инновации происходит. То есть постоянно ученые занимаются этим вопросом. Давайте пример приведу с, условно, дровами. Да? Мы в печку закинули дрова, у нас получился уголь на выходе, мы этот уголь использовали или как зола. Потом. Да. Потом у нас после угля получилась зола, мы эту золу использовали в качестве удобрения. Совсем условно, простыми примерами. Точно так же будет происходить и с топливом. То есть они максимально выжмут из этого экономическую составляющую. Это процесс все равно совершенствуется. Конечно. Мы опять же говорим о Российской Федерации как о стране, которая в передовых странах находится сейчас. Она находится в топе, в пуле тех стран, которые понимают, как с этим мирным атомом работать. Это страна, которая строит множество атомных объектов. Это страна, которая построила нам самую безопасную станцию на сегодняшний момент. Условно, с части безопасности. Поэтому давайте активную часть отходов оставим Российской Федерации. Тем более межправительственное соглашение в этой части подписано. Нам остаются все остальные отходы, которые в процессе эксплуатации накапливаются, начиная от одежды, инструментов, каких-то инженерных барьеров и сооружений. Это все тоже имеет какой-то накопительный эффект. И это все тоже надо изолировать. Но мы не говорим о вещах, которые активно будут разлагаться в будущем или которые будут составлять особую небезопасность для населения. Поэтому задолго до того, как запустили атомную станцию, у нас обеспокоились тем, что же мы будем делать с радиоактивными отходами. Мы понимаем, что это определенное новое направление в развитии атомной энергетики. И надо эту тему параллельно развивать. Наше предприятие, я представляю Белорусскую организацию по обращению с радиоактивными отходами, образовалось в 2023 году. Это фактическая дата нашего создания, 17 февраля. Но к этому моменту уже законодательная база была готова, система финансирования была готова. Там МЧС совместно с Министерством энергетики провели такую большую глобальную работу, что по факту, когда мы создались, инструменты, которыми мы сейчас можем работать, которые мы сейчас можем применять в своей работе, они уже созданы. Нам осталось самое простое, практическая реализация тех задач, которые перед нами поставило государство. Это непростая вещь, конечно. Непростая, конечно. Дальше можно на эту тему рассуждать. Всецело мы занимаемся все это время, с момента нашего создания, поиском территорий, на которой бы наше предприятие можно было разместить. Это очень трепетная, щепетильная работа. Это очень волнует народонаселение нашей страны. Сразу хочу подчеркнуть, что это все проходит в рамках таких демократических рассуждений, обсуждений. То есть тоже, как и было со строительством АЭС. Обязательно. Никуда мы... Еще раз, у нас есть определенная международная договоренность, есть международное право, которое мы соблюдаем до пунктика. Мы обязательно выстраиваем диалог. Мы сейчас в этом году в активной стадии обсуждения данного проекта с народонаселением нашей страны. Это очень важный аспект. То есть выбор пункта назначения. Совершенно верно. Площадки. Правильно. Да. Я не знаю, вовремя, не вовремя. Мы с такой площадки, как радиоэфир, первый раз пытаемся дискуссировать. Сразу говорю, есть определенные ресурсы, интернет-ресурсы, которые мы наполняем с 2023 года для того, чтобы люди имели какое-то представление с официальных источников, что это такое, куда мы движемся, какие это объемы, какие территории, как у нас выстраивается диалог. Поэтому я пользуюсь случаем сразу. Есть Белрау.ба, это инстаграм-площадка, да, которая определенную часть информации транслирует. Есть Белрау официал, это телеграм-канал Белрау Official.
Подписывайтесь, смотрите. Мы стараемся, в том числе мировую повестку освещать, для того, чтобы, ну, все люди были примерно в курсе того, что происходит. Мы на самом деле на передовицах находимся. Если с атомной энергетикой, строительством белорусской атомной станции мы перенимали технологии, ну, грубо говоря, мы у старших своих соседей, которые в этой теме поднаторели, перенимали опыт. То, что касается отработки, не отработки, а обращения с радиоактивными отходами, это тема, которая сейчас в пуле всех стран. Это тема, которая набирает обороты по своей актуальности, по своим формам подачи, по общению, опять же, с населением. Она сейчас везде в передовицах стоит. И мы здесь, условно ориентируясь на наших старших коллег, которые нам помогают всецело, мы свою отрасль формируем. Мы здесь находимся вот в передовых, из передовых стран. И тот пункт захоронения, который мы здесь в стране собираемся построить, это будет пункт, которого в принципе нигде не встретить. Он будет совмещать в себе несколько функций. Хранение, захоронение. Мы также будем это все дело упаковывать, кондиционировать, собирать и перерабатывать. И это все будет на одной площади. То есть, по факту, это производство. Чуть ли замкнутый цикл такой получится. Совершенно верно, можно и так сказать. И мы замкнем на себе все радиоактивные отходы, образующие в нашей стране, в том числе советское наследие, которое, естественно, у нас осталось. Еще раз говорю, просто никто глубоко в эту тему не посвящен, и этот вопрос никого не интересует. Но на самом деле это все надо приводить к единому знаменателю. Все эти локальные части площадки собрать в одну. Совершенно Они верно. тогда будут, в общем-то, и под сохранностью нормальные, и не будут, как говорится, грубо говоря, расползаться. Нет, расползаться в принципе не будет. И даже то, что сейчас у нас хранится и перерабатывается, ну, настолько болезненная тема для граждан Республики Беларусь, радиоактивные отходы, поверьте, это мы в открытых диалогах с людьми сразу сталкиваемся с эмоциональным посылом. То есть люди, ну, очень переживают. Ну, чернобыльский синдром. Совершенно верно. Поэтому мы понимаем, что именно такое отношение будет к нашему предприятию. И мы стараемся с точки зрения технологий, с точки зрения эмоционального общения, с точки зрения места проживания. Я тоже сам родом с региона, который совсем еще недавно был исключен из состава территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению. Я сам родом с Речицы, с 83-го года рождения. То есть мне было 3 года, когда случилась эта катастрофа недалеко от моего родного населенного пункта. Я это прочувствовал, ну, условно, на себе. Я очень хорошо понимаю, чем руководствуются люди, когда эмоционально начинают общаться. Поэтому мы всегда стараемся это перевести в сторону общения контраргументами, обязательно с приведением каких-то примеров, обязательно успокоить людей, сказать, что наш объект, вот, ну, вы вдумайтесь, белорусская атомная станция, просчитывается ее безопасность на определенный срок эксплуатации плюс возможность продления. Наш объект математически выверен и просчитан на срок несколько веков будет. И наш объект — это тот объект, который будет существовать рядом с, ну, любой территорией, рядом с народным населением, которое будет проживать, ну, 500-600 лет. Ну, вы представьте, насколько это безопасный объект. Колоссальная, это бесспорно. Скажите, пожалуйста, ну, насколько я поняла, площадка еще конкретно не выбрана, она выбирается. Да, площадка выбирается, работа проведена ученым сообществом, проектным сообществом, громадная. Ну, давайте на пальцах попытаюсь объяснить, как мы эту территорию выбирали. Есть Республика Беларусь, да? Мы понимаем, что географически это территория, которой нет нигде, ни одной страны. Она у нас особенная. То есть, ну, это наша страна. Почвы... Для нас она все, каждый клочок родной. Совершенно верно. И с этим посылом, а опять же, с теми задачами, которые государство перед нами ставит, сначала проводилась камеральная обработка. То есть мы всю эту территорию оценивали на предмет того, по архивным материалам, расценивали с точки зрения безопасности, где нам найти географически, геологически наиболее подходящее место для размещения нашего предприятия. Вот представьте, вся территория Республики Беларусь под лупу, ну, условно, мы просматривали ее, выбирали те участки территории, на которых можем располагаться. Далее мы проводили ряд исследований, изысканий, кропотливая работа, с привлечением и Академии наук, ну, организаций, которые занимались тематикой изучения территории Республики Беларусь, несколько десятков. Все были привлечены к этому ответственному мероприятию. Далее было определено 3 района. И в этих 3 районах найдены территории, которые геологически, ну, географически, территориально позволяют безопасно существовать нашему объекту. Теперь посмотрите, как логика выстраивалась для определения этих районов. У нас 3 района образовалось. Это Гродненская область, это Гомельская область и Могилевская. Итак, первый район — это Гродно. Это территория генерации
электроэнергии путем использования мирного атомного. Так? Логично, чтобы мы находились с источником образования радиоактивных отходов. Опять же, мы понимаем, что Белорусская атомная станция — это самый крупный источник образования РАО. То есть это более 90% всех РАО, которые образуются у нас на территории Республики Беларусь. Итак, наше нахождение там логически, логистически, оно обусловлено. Дальше. У нас есть территория, подвержена радиоактивному загрязнению. Правильно? Есть заповедник, который выведен из хозяйственного оборота. То есть земли, которые не участвуют в хозобороте нашей страны, не приносят прибыль. Размещение нашего предприятия там тоже логично. Ну, и территория рядом с этими местами была найдена. Следующее направление — это развитие атомной энергетики в Могилевской области. Это те задачи, которые глава государства поставил, это те поиски по территории, и мы тоже рассматриваем наше предприятие, в том числе в числе логистических связок с Российской Федерацией, как страной, которая топливо нам поставляет, на этом клочке земли. Логически все выстраивается замечательно. А теперь нам из этих 3 территорий надо найти наиболее приемлемую. Там, где это будет безопаснее всего. Но, если честно, безопасно будет везде. То есть инженерные и природные барьеры будут выбраны таким способом, что предприятие, где бы оно ни разместилось, будет безопасно на многие века. Для этого будет математическая модель выбрана, опять же, которая у нас международным правом определена. Для этого будут просчеты миграции приведены. То есть это такая скрупулезная работа, которая специалистами будет выбрана. Теперь нам надо провести диалог с населением, которое там проживает, добиться определенного консенсуса, понимания с их стороны, все эти площадки отранжировать путем социальной приемлемости, путем безопасности, экономической, потому что экономическая составляющая тоже важна, сколько этот объект будет стоить, насколько инфраструктура дорого будет стоить. Все эти факторы сложатся в одну картинку, и мы выберем ту территорию, которая для нашей страны наиболее приемлема во всех аспектах. Дмитрий Сергеевич, какая вот вообще площадь подразумевается, вот этот объект займет? Значит, мы закладываем площадь размером 100 гектар примерно, но в первоначальных оценках тех объемов, которые мы видим на перспективу сотен лет, ну, это где-то 50 гектар. Ну, плюс-минус. Ну, еще раз, возможностью увеличения зоны или уменьшения, то есть, но это в любом случае в рамках 1 на 1 километр. Ну, совсем простыми словами. Территория не маленькая. И то есть, ну, вы представьте, просто 1 квадратный километр обойти, это тоже время требуется определенное. И на этом будет сконцентрировано все. И технологии, и производство, и упаковка, и наше хранилище, и физические барьеры, которые будут, ну, этот объект, опять же, определяет определенную национальную безопасность, должен соответствовать. То есть это все, ну, и повторюсь еще раз, мы создаем новую отрасль, фактически. И мы здесь находимся, ну, в ряде передовых стран, которые этой темой занимаются. Откуда вот примеры можно взять? Вот на кого вы ориентируетесь? На Россию? А вот нету таких примеров Нету, да? Того предприятия, которое мы здесь собираемся создать. Пионеры здесь. Совершенно верно. Так, прошу слово от имени слушателей. Так, вот так. Именно по этой теме. Так. Вот слушатель позвонил и сказал, что ведь у нас очень сложные бывают территории, сложные природные условия. Говорит, близко бывают грунтовые воды, даже где-то болото может подходить. То есть, говорит, иногда это непредсказуемое. Вот вчера не было грунтовых вод, говорит, рыл на даче, а сегодня уже подошли. Поэтому это тоже ведь надо хотя бы этот вот момент учитывать. Видно, не только хотя бы, а обязательно. Обязательно. Давайте вернемся к вопросу. Помимо камеральной обработки, то есть помимо проработки архивных материалов, мы исследовали нашу территорию. Исследовали не просто так, а бурили. Делали определенную сеть из скважин. Занималась этим специализированная организация. Не одна даже, а несколько. Делали математические модели миграции, распространения, как бы поведут себя грунты, как поведет себя вода. Мы, естественно, эти факторы исключали. Вы правильно подметили, вода — это самая опасная среда по распространению, ну, и миграции радионуклидов в окружающую среду. Для нас это самый важный фактор. И мы стараемся, естественно, технологии нашего создания предприятия привести к таким критериям, чтобы этот фактор не оказывал никакого влияния на сотни лет вперед. Вы даже сказали, что учитывается миграция птиц, миграция животных, даже это учитывается. И это учитывается, совершенно верно, и краснокнижных животных мы туда включаем. То есть мы сейчас вообще в цикле оценки воздействия на окружающую среду, создания этого объекта. Это процесс, который курирует Министерство природоохраны. То есть в целом это довольно большая работа. Столько лиц и столько людей к этому подключены. Этот объект, ну, крайне важен с точки зрения безопасности в том числе. Вот сказали, Дмитрий Сергеевич, там у вас фактически получается несколько технологических циклов. Это сбор,
складирование и потом переработка. Вот эту технологию, конечно, видимо, тоже где-то изучали? Или это тоже, в общем-то, какие-то наши инновации белорусские будут? Исследовали весь мировой опыт. Вот со всеми странами работаем, стараемся подчеркнуть из открытых источников, из каналов, допустим, сотрудничества по международному направлению, Российской Федерацией. Вот откровенно наше наблюдение такое, что здесь в передовых странах сейчас больше всего оборотов набрало, то есть резвее всех двигается Российская Федерация и Китайская Народная Республика. В целом... Ну, России и Китаю проще, у них большие территории. Именно в переработке. Мы сейчас не говорим о захоронении. Вы сейчас сказали, большие территории, да, им легче выбрать территорию, конечно, где хранится, да. где захоронить радиоактивные отходы. А мы говорим именно по технологии переработки. Поэтому мы на стадии оценки, вот сейчас, когда мы будем экономически сравнивать, все эти технологии, которые мы посчитали наиболее технологичными, наиболее перспективными в части аккумулирования отходов, не увеличения их радиоактивной составляющей, уменьшению их объема, для нас очень важно, мы очень компактная страна. Мы эти все технологии сейчас в свой производственный цикл встроим. А уже на стадии оценки будем решать. И еще наш объект – это объект, который будет строиться многие десятилетия. То есть мы не построим предприятие, которое будет успешно функционировать многие года, а это постоянный процесс. Конечно. Постоянный процесс строительства. И если что-то появится в мире, что позволяет безопаснее переработать отходы, круче это все компактировать, мы обязательно это переймем. Для этого площади, территории выбираются. То есть мы смотрим на много времени вперед. Это предприятие создается на перспективу. И сюда будут включены те решения, которые будут позволять безопасно эту сферу отрабатывать. Вы сказали правильно, это фактически новая отрасль. Получается, я в этом не сомневаюсь. И вот наши слушатели сразу говорят, вот мы готовили и специалистов для атомной энергетики. Откуда у вас берутся специалисты? Где вы их обучаете? Вопрос... Может, энтузиасты пришли или действительно это важно очень, кадры? Честно... И предлагают вот российских геодезистов привлекать к этой работе. Народ очень живо реагирует. Работают российские геодезисты. Конечно, в связке с генпроектировщиком. Да. У нас определен ряд организаций, которые работают по этому направлению. Генпроектировщик, Белнепи Энергопром, организация проектная в состав Министерства энергетики входящаяся. СОСНы, Институт энергетических ядерных исследований. Громаднейшее количество специалистов с компетенциями мирового уровня, которые были в том числе привлечены к строительству нашего атомного объекта. Да и много-много-много работ они выполняли и по советским союзным программам тогда, и сейчас еще работают. Дальше у нас определена строительная организация Белэнергострой. Это та организация, которая строила нашу белорусскую атомную станцию, в пуле тех строителей, которые были там. Для нас специалисты, которые работают в этой теме, на самом деле базовое образование технологов наших, это те же ядерщики, физики, химики, которых выпускаются в нашей стране. Всеми отмечено, в том числе на международном уровне, что базовое образование, которое получают наши специалисты, молодые, это, я не хочу рекламу делать, это топ-образование. Ребята, допустим, которые работают у меня, это, классные специалисты. Конечно, мы в этой сфере развиваемся, как и все мировое сообщество. Мы много куда ездим, у нас много программ, в том числе с компанией Росатом. Вообще, огромная благодарность Российской Федерации за то, что они нас посвящают во все свои проекты мирового уровня. Мы прикасаемся к технологиям, к направлениям, к тем проблематикам, которые в мире существуют, буквально на верхнем уровне. То есть мы видим процессы, мы видим окончание этих процессов, и мы здесь предусматриваем шаги для того, чтобы нам избежать тех или иных проблем. Дмитрий Сергеевич, значит, остается что? Выбор площадки, а дальше готово работать, да? Если по большому счету так? Да, выбор площадки. После выбора площадки, естественно, последует следующая стадия, это архитектурный проект, строительная часть. То есть мы будем применительно к этой площадке строить предприятие. Сейчас условно у нас набор территорий, да, где мы можем размещаться. Это. Мы примерно контур предприятия наш вырисовываем. Туда вырисовываем те технологии, которых мы знаем или на которые мы хотели опереться. Просчитываем эту территорию для максимально возможных рисков любых. Экономически их все сравниваем и вырабатываем наиболее оптимальное, единое решение для всей страны. А дальше уже примениться к этой технологии будем скрупулезно работать и начинать выстраивать наш объект.